Юные борцы тем временем детской спортивной юношеской школы Сайды Ингинского наследия Тампонского района участники игр «Дети Азии» с 2008 года. В нынешних играх принимают участие два борца – Алена Диадорова и Люба Кислякова. Подробнее о них в материале наших коллег. 5 воспитанниц ДЮСШ Сайды в разные годы участвовали в международных спортивных играх «Дети Азии» и трижды своими результатами прославили Тампонский район. 2 серебряные медали привезли в 2012 году Аня Манасытова и Ирина Тунекова. В 2016 году бронзы удостоилась Саина Малышева. В 8 играх принимают участие 2 спортсменки – Алена Диадорова в весовой категории 66 килограммов и Люба Кислякова 33 килограмма. Я целый год готовилась к играм «Дети Азии». За весь год я ездила на соревнования Дальний Восток, я заняла 1 место. В спартакиаде школьников я заняла 3 место. Мой тренер Михаил Дмитриевич говорит, что там будут посильнее, чем здесь. Там приедут с разных стран. Тренер борцов, бессменный директор ДЮСШ Сайды, мастер спорта РСФСР по вольной борьбе Михаил Дмитриевич Амосов. В этом году ему исполняется 76 лет и ровно полвека, как он работает тренером по вольной борьбе. Во время соревнований всякие жеребьевки хорошие, если тоже большую роль играет. Как вес сгонит, тоже большое значение имеет. Сейчас же за один день соревнования заканчивается, поэтому с гонками веса очень аккуратно надо, чтобы сохранить и энергию, и вес, и все мастерство. Бывает и такое, что при гонке больших весах и мастерство может падать. Алена Диадорова и Люба Кислякова целенаправленно готовятся к детям Азии. Для этого они еще в мае со спарринг-партнерами прибыли в Хандыгу. Люба занимается борьбой 4-й год, а Алена только 2-й. Но у обеих внушительный соревновательный опыт. На подготовке побывала и поделилась опытом бывшая воспитанница спортшколы, бронзовый призер предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе Евгения Огородникова, которая после победы приехала на родину в Хандыгу. Ну, Михаил Дмитриевич фанат своего дела, действительно. Он все последнее отдаст, чтобы отправить на соревнования своих воспитанников или на сборы. Бюджет не выделяет, он со своего кармана дает деньги и отправляет. Надо работать с другими, учиться у других их школе мастерства, набирать опыт. Если ты будешь стоять на месте, ты не наберешь опыт никакой. Какими будут схватки, предсказать никто не возьмется. Как говорится, ковер покажет. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.